Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение, уважаемые телезрители. Многие задаются вопросом, что такое шиизм, чем шииты отличаются от суннитов. Название этого толка, наименование этого течения очень часто встречается в средствах массовой информации, поэтому этот вопрос вполне логичен и понятен. Вместе с тем хотелось бы сказать, что для России проблема шиизма не так актуальна, потому что абсолютно подавляющее большинство российских мусульман являются приверженцами суннитского толка в исламе. Тем не менее, этот вопрос очень часто возникает, и в наш адрес часто поступает именно вопрос о том, чем шииты отличаются от суннитов. Те, кто знакомы немного с мусульманской культурой, с мусульманской цивилизацией, говорят, что есть ряд таких бросающихся в глаза отличий. Например, шииты молятся 3 раза в день, в то время как сунниты исполняют 5-кратную молитву. Во время предмолитвенного омовения, ритуального омовения, сунниты моют ноги, шииты их только протирают. Шииты допускают временный брак, что недопустимо в суннизме. Они отмечают Ашура таким достаточно немножко даже непривычным самобичеванием. И говорят, что вот это и есть основные отличия между шиизмом и суннизмом. Вместе с тем, это действительно так, такие отличия существуют, но они носят частный характер, они не отвечают на вопрос по существу, на вопрос, если смотреть на него из некой глубины. Как, например, чтобы было понятнее, если говорить на неком российском материале, между старообрядцами и православными тоже есть ряд таких внешних отличий. Одни крестятся 2 перстами, другие 3. Но не это принципиальное отличие, это лишь вершина айсберга. Но поскольку в религии мелочей не бывает, каждая мелочь обрастает неким символическим значением. И поэтому здесь дискуссия идет не о том, 2 или 3 перстами креститься. Здесь дискуссия шла о том, по какому пути развивать страну, по пути Запада или придерживаться исконно русских древних традиций. Примерно точно так же и с суннизмом и шиизмом. Внешние отличия отражают более глубокое понимание тех вопросов, по поводу которых существует разногласия. И то, что мы видим на поверхности, это лишь вершина айсберга. О чем идет речь? Дело в том, что противостоять шиитов и суннитов не совсем правильно. В действительности, чтобы понять, в чем между ними отличие, нужно рассматривать еще и 3-ю группу в исламе, которая именовалась хариджитами. Все эти 3 группы возникли спустя некоторое время после смерти пророка. Как известно, пророк был человеком, который не только выступил с религиозной проповедью, но и основал целое государство, построил мусульманскую империю. То есть это был не просто босоногий проповедник, но и человек, который взял на себя смелость что-то изменить в этом мире. И когда он умер, перед мусульманами стал вопрос, а что делать теперь с его наследием? Кто теперь должен стоять во главе того государства, которое он построил? И здесь появилось несколько точек зрения. Одни мусульмане сказали, что власть должна передаваться по наследству, она должна сохраниться в семье пророка. Но поскольку пророка не осталось сыновей, все его дети умерли еще при его жизни, то они предложили передавать власть его двоюродному брату Али. И их стали именовать шият Али, то есть партия Али. И отсюда пошли шииты. И учитывая, что он еще был женат на дочери пророка, и вот шииты стали предлагать передавать власть по наследству, то есть сохранять в семье пророка, который продолжит свой род через этот брак. Другие мусульмане выступили против. Они сказали, нет, нам не нужно сохранять власть в семье пророка. Они сказали, что мы можем выбирать власть абсолютно среди всех, среди черни, среди простолюдинов. Даже раб-негр может стать главой. То есть предложили другой подход, такой на принципе, граничащий с некой даже анархией. То есть если одни мусульмане, которых впоследствии стали именовать шиитами, предложили принцип монархии, сохранение, династический принцип, сохранение власти в семье пророка, то другие предложили принцип некой анархии, то есть абсолютно среди любых мы можем назначить себе, выбрать себе главу. И появилась 3-я группа мусульман, которые сказали, нет, нужно придерживаться принципа середины.
И они сказали, да, власть должна выбираться, согласно монархическому принципу, но не среди всех, не среди черни, не среди простолюдинов, а среди рода пророка, среди курайшитов. То есть они как бы сказали не в семье пророка, но расширили это понятие. Но в то же время не просто наследоваться, но выбираться. То есть попытались найти некую середину, некий компромисс между вот этим монархическим принципом и между вот той анархией, которую предлагали хариджиты. И эту группу стали именовать Ахли сунна валь джама, то есть то, что мы переводим как сунниты. Идея серединности и легла в основу суннитской идеи организации власти. Причем даже тогда, когда еще не появились эти движения, сразу же после смерти пророка, когда мусульмане задались вопросом, кто теперь должен унаследовать власть, Абу Бакр высказал идею, должны ее наследовать курайшиты. Почему? Еще не было ни хариджитов, ни шиитов, ни суннитов, еще мусульмане не оформились в эти движения, в эти толки. Почему? И он сказал, потому что именно курайшиты являются серединой арабов по своему происхождению и по своему месторасположению. То есть идея середины с самого начала была ключевой для суннизма. И именно вокруг нее выстраивается все суннитское миропонимание. Именно придерживаясь идеи середины, можно достичь некой стабильности, некого устойчивого развития общества. И поэтому, когда шииты и хариджиты предложили две разные точки зрения, сунниты предложили свой принцип середины, то, как они поднимали его в то время. К сожалению, не все мусульмане понимают это, что именно идея середины лежит в основе суннитского понимания политической доктрины. Когда сегодня многие богословы читают древние трактаты, и там пишется о том, что курайшит должен быть во главе мусульманской общины, они задаются вопросом, а как же нам здесь, в России, откуда мы возьмем курайшита? Неужели нужно его найти в бедуинской пустыне и привести, чтобы он возглавил духовное управление мусульман? В действительности речь не в самом курайшите, а речь в том, что тогда это был выражение принципа середины. И сегодняшние мусульманские богословы тоже должны найти ответ на этот вопрос применительно уже к нашим реалиям. Как идея середины будет выражаться в тех реалиях, в которых живем мы с вами. Конечно же, я могу быть необъективным, я выражаю просуннитскую точку зрения, но сами разногласия между шиитами и суннитами, они не столько доктринальны, сколько изначально имели политический характер. Поэтому сегодня не проблема шиитам и суннитам вместе совершать молитвы. И мы часто видим, когда в мечетях представители этих двух движений совместно молятся, совместно отправляются в Мекку для исполнения хаджа и участвуют в других религиозных обрядах. И это главное, потому что при всех наших разногласиях, при всем при том, что мы по-разному понимаем различные вопросы, главное быть вместе, потому что все мы поклоняемся одному единому Богу. Мир вам, милость Всевышнего и Его благословения.